Видеооко «Оно сплав» находится на Возрождении, на 10-м фестивале. Здесь мы познакомились с очень интересным человеком. Николай, пожалуйста. С Николаем Снежным. Снежный — это мой творческий псевдоним. Вот. А так сказать, моя кличка Ник. с мореходной школы, Снежный. Вот. Наверное, все такое необычное меня и влекло, и хотелось изучать, и узнавать, познавать необъятное там, или обнять необъятное. Ну, в общем, 2008-2009 год кризис меня подвел к тому, что я научился, собственно, там программу Соло набрал на компьютере и начал обучаться там десятипальцевым методом изучения. И мне там попалось стихотворение такое, которым я в свою жизнь внес огромнейшие коррективы. Благодаря этому стихотворению, в принципе, суть у него такая. Это стихи Пастернака. Быть знаменитым некрасиво. Не это возвышает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить самозабвенно, так жить, чтобы в конце концов призвать к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие по живому следу пройдут твой путь за 5 , но поражение от победы ты сам не должен отличать. Но надо жить, так жить, чтобы в конце концов, а это я уже, собственно, рассказывал. Ну, в общем, суть в этом стихотворении, что я именно по последним четверостишьям, которое гласило такое содержание: но быть живым и только до конца. Так вот, я последним четверостишьем вовлек в свою жизнь творческую деятельность, и когда этим подобным не занимался, 20 лет до этого занимался кузовным ремонтом. В этом был достаточно успешен, лучшей мастерской владел, как заводила в городе Гулькевиче Краснодарского края. Вот. И, значит, с подачи нашего главы администрации, который подсказал мне: Коль, есть такая тема, там, если у тебя есть там представление художественное, достаточно иметь сварочный аппарат, болгарку там и щетку по металлу. Можно такие вещи из металла делать. Ну, я не понимал, о чем он говорит, пока сам не залез в интернет, не набрал, значит, скульптуры из металла, и там высветилось много безразличных. В общем, абсолютное разнообразие красивейших фигур. Ну, я почему бы, так думаю, не попробовать в новом для себя ремесле. Хотя до этого уже имелся опыт такой, что сделал для себя такие выводы: не стоит бояться, все когда-то приходится делать впервые. Вот так вот, собственно. Ну и в итоге получается здесь... Вот данная моя первая работа. И вторая на такую же тематику, еще более интересную. Вот они находятся сейчас у меня в Санкт-Петербурге в музее. Вот. Ну, это из типа уровня слабо. Мы здесь 18 октября будут показывать ролик Петровича, мастер «Золотые руки» из республики Коми, который делает интересные различные поделки из корней дерева. Ну, а вы делаете из металла, да? Ну, пожалуй. Так, поэтому так. необходимо, наверное, ваш труд заснять на ролике и отправить Алексею в передачу «Сам себе режиссер» в рубрику «Слабо». Как вы считаете? Знаете, Константин. Давайте вы приглашайте нас в Гулькевича. Гулькевича приглашайте. Константин, вот. Дело в том, что я год поработал в Москве. Обо мне узнавало телевидение, до меня приезжали, и с НТВ снимали, есть на рубрике... То есть вы все это уже прошли? Рубрика «Энциклопедия изобретений», я это все проходил. Потом со званого ужина мне написали письмо, предложили отсняться в званом ужине, там начали общение, диалог проводить. Я понимал, что я нахожусь как бы там в роли гастарбайтера, на заработках, находясь на территории Московской области, Домодедово. В общем, начал общаться с редактором программы «Званый ужин», которая меня настоятельно просила, чтобы я поучаствовал в их программе. Вот. Ну, я, собственно, когда дал понять, что я с удовольствием, но если условия будут приемлемы. Вообще-то я считал, что сама программа «Званый ужин» является для самих москвичей. На самом деле вовсе не так, не обязательно быть москвичом для того, чтобы отсняться там. Они просто таким образом выявляют творческих людей. Вот. Ну и пригласили меня в «Званый ужин», я не стал отказываться. И когда я принял в своей мастерской «Званый ужин», вот, у меня там все побывали, ну я скажу, у меня были там все шансы для того, чтобы победить. И я считаю, что я как раз таки и оказался победителем. Дело в том, что
после того, как программа вышла в эфир, вот, буквально в течение 10 минут мне позвонили из редакции швейцарского издательства Who is Who, вот, и предложили, прежде всего поздравили меня с тем, что приняли в ауту самых успешных людей России, ну, и предложили там аудиенции, там, для того, чтобы можно было меня расспросить и написать обо мне автобиографию. Вот. Ну, когда мы встретились, все это было как бы интересно и заманчиво, но все равно меня какой-то не покидал такой какой-то подвох, думаю, где-то что-то должно быть. Потому что так же не бывает. Бесплатный сыр в мышеловке, это понятное дело. Когда мы точки над «и» начала расставлять, что, говорю, это с меня будет стоить? Да нет, ради бога, ничего это стоить не будет. Абсолютно бесплатно это будет редакция, отредактирована моя автобиография в этом, в общем, каталоге. Ну и при встрече привезли мне этот каталог с собой, где была вкладочка вложена, попросили ознакомиться. Когда я открыл, я увидел фотографию Путина, соответственно, понимал, куда оно меня занесло. Вот. Ну и когда я спросил, что с меня будет стоить, они: нет, ради бога, ничего это стоить от вас не будет, не надо от вас ничего. Но если вы желаете, чтобы была фотография на фоне там вашей автобиографии, то, пожалуйста, за это будьте добры, там заплатите. Столько-то за вымпелок, то, что вы участвуете и находитесь там таким-то конкурсантом избранным, там это будет столько-то стоить. Хотите за каталог, там 1000 евро. Ну, в общем, я понимал, что бесплатная сыр мышеловки, и как раз таки это все сработало. Я сказал, что мне этого ничего не надо. Вот. Ну, тем не менее, они меня отредактировали и опубликовали без фотографий, без ничего. Ну, я, собственно, как бы позиционирую как художник по металлу, там в 82, по-моему, странах Европы, в этом издательстве Who is Who. Так, спасибо, дорогой Николай. Да, благодарю. Они летят большие птицы, такие белые, похожие на снег. И аист к вам, я знаю, приземлится с чудесной ношей человек. Они несут вам сына или дочку, а могут сразу двойню принести, букеты собирая по цветочку со всех просторов ласковой земли. А если вы то счастье не познали, лишь птицы лапу медную потри. Спешит душа, о кое вы мечтали, ребенок уже с аистом в пути. А коль хотите сына или дочку, то, детке, нужно пяточки тереть. На левой ножке путь открыт сыночку, для дочки правую, но чё, чтобы блестеть. Дело в том, что когда я делал эту скульптуру, вещь, конечно же, я лапы медью обвернул у птицы. И, соответственно, пяточки у малыша не натер, собственно, а сделал тоже, собственно, медными, напаял их. И когда, как вот обычно говорят, когда детей из роддома забирают, обмывают пяточки, есть такая традиция русская. Что таким образом подразумевают? Водку пить. Так вот, чтобы не водку пили, а энергетику вкладывали, натирая пяточки с пожеланиями и с мыслью формами, чтобы дети наши были здоровые, крепкие, умненькие и так далее. И нас радовали, соответственно. Ну и таким образом там, пожалуйста, как говорится, заказ отправили в космос и, как говорится, мысль материальна. Ну все, где-то как-то так. Спасибо, дорогой Николай. Дай Бог здоровья, любить и быть любимым. Все, давай, благодарю.